Всем привет! С вами Александр Бабков. И сегодня у нас на обзоре неформатной нашей передачи транспортное средство, а именно электрический байк. Встречаем. Ты хочешь пройти? Итак, ребят, мы сегодня просто врываемся в будущее, в 21 век, который наступил нам на пятки, а именно вот эти штуки. Это сейчас очень популярная вещь. Итак, пойдемте сюда. Начнем, пожалуй, с этого экземпляра, который, как видите, выглядит как обычный велосипед. Вроде бы ничего особенного, у кого-то бутыль для воды здесь стоит, и как бы все. Но здесь, если присмотреться сюда, мы увидим электрический мотор на переднее колесо, а на задние колеса служит обычный стандартный привод цепной, то есть как на обычном велосипеде. То есть это полноприводный велосипед. Разгоняется он до 45 км в час примерно. Я вот лично сам разгонялся до 45, может чуть-чуть больше может он ехать, да. Зарядки хватает на, если вжаривать, то около 40 км, ну, примерно так, 30-40 км. Если ехать в городском режиме, в принципе, хватит на побольше, но заряжать эту батарею около 6 часов. Ну, в принципе, за ночь поставить и можете весь день как бы ездить по нашему небольшому городу. Вот. Штука довольно-таки интересная. Нет никакого обслуживания, по сути, ну, кроме как стандартные велосипедные вещи, там, как смазать, может, цепи или чего-то такого. А так минимум трущих деталей и все. Здесь же это экземпляр уже более серьезный. Здесь мы видим уже какой-то, как будто рама, на первый взгляд, кажется самодельной. Но это так и есть. Тут стоит электрический тоже мотор. Более мощный, чем здесь. Тут он уже идет, как мы видим, сзади. Тут нету цепного привода. Ну, можно поставить сзади цепь. Это ж... Я ничего не трогал. Вообще. Я вот взять забыл сейчас, о чем я говорил. И когда меня сбивает с мысли. 3 киловатта, хорошо. Короче, у этой штуки 3 киловатта мощности. То есть это сколько лошадиных сил? Около 7, да? 7, по-моему, лошадиных. Около 7 лошадиных сил. То есть 7 лошадиных сил на вот это вот, собственно говоря, на велосипед. Представьте себе, да? То есть на некоторых мопедах такая мощность. Вот эта штука, это вообще зверь. Это просто Тесла среди велосипедов, реально. Здесь все более серьезно. Это тоже такой же мотор, как и здесь, но здесь идет другой контроллер. То есть тут как бы есть тоже мозги, как на автомобилях, которые мы привычно с вами видеть, да? И у этих мозгов также есть охлаждение, чтобы они так нагревались. То есть тут все довольно-таки очень серьезно. Здесь у нас там стоит, собственно, аккумулятор. Здесь отдельно у него зарядка. И здесь эта штука заряжается 1,5-2 часа до полной зарядки. И если вжаривать, на нее хватает на больший запас хода. Ну и, соответственно, в обычном режиме тоже, в велосипедном режиме, там или это более быстрее, чем велосипедный, тоже хватит около 200 км. То есть это реальная вещь, как Тесла среди велосипедов. Вообще, короче, литий-титанатные батареи, у них более большой срок службы, который хватит вам ездить на этой велосипеде, он сгниет или заржавеет быстрее, чем она, батарея у вас навернется, и заряжается она, соответственно, тоже быстро. Вот, то есть это хорошая альтернатива, и надеюсь, она скоро разовьется, это будет очень прикольно. Вот так. Короче, да, надо навалить на велосипеде, но это очень непривычно, потому что вы как бы сев в автомобиль, вы нажимаете газ, рулите. Сев в мотоцикл, вы нажимаете тоже газ, как бы рулите, ну как бы не рулите, а просто едете. Да, здесь надо, как будто вы садитесь на велосипед, хотите крутить педали, но их не надо крутить, просто нажимаете кнопку, он у вас едет. Это очень странно на самом деле. Я попробовал, мне было страшно. Но что штуки вот на этой я еще не ездил на полной мощности, поэтому сейчас я хочу это проверить. Так что давайте поедем и навалим, конкретно навалим. И сделаем итоги, я свое мнение выскажу, но я уже хочу высказать на самом деле, но я еще проедусь. Так что все, не переключайтесь. А, как я сказал? Как я сказал? Тебе нравится? Ты меня снимаешь? Сука, дурак. В общем, сейчас я сажусь на Land Cruiser среди велосипедов. Это, короче, полноприводная штука. Тут стоит умный мотор, который, я кручу педали, он помогает мне своим электромотором. Можно также ехать только на электрической тяге, то есть нажатием вот кнопочки. Вот я разгоняюсь, как вы видите, да? А если я буду крутить педали просто, вот я кручу, и вот он начинает помогать мне. Он начинает мне помогать, и мне страшно. А если я просто прибавлю мощность? Да. Ты не сможешь так меня снимать. Ну, довольно-таки интересно, на самом деле, ощущения странные. Но, как бы такой помощник среди этих. Вот, вы видите, он разгоняется. В общем, тут даже есть пробег, одометр, все дела.
Короче, автомобиль, можно сказать, только в более простом экземпляре, который не требует никакого обслуживания. Вот, ну, штука довольно-таки интересная, самая простая, да. Единственный минус этих вообще вот электрических байков, я думаю, это их цена. То есть электрификация такого велосипеда любого стоит там 1070, 80, может еще больше. То есть это, короче, тюнинг велосипедов. Вы знаете, как турбокиты ставят на машины. Тут такая же история. Ай-яй-яй, история здесь. Вот эта штука, конечно, ой, блядь, высоковато, да. Ну, тут, короче, педали никак не задействованы, тут только мощь. Электрическая мощь, короче. Фу, страшно, поехали. О, мама. Ох. Он как будто ощущение, как будто он в дыбы хочет приподняться на самом деле. И от этого страшно. Ну вот, разгон без каких-либо усилий нажатием кнопочки. Вот сейчас прямая. О, мама. Он без труда набирает 20 км в час вообще вот в мгновение, не знаю, какое мгновение. Короче, электричество это клево, на самом деле. Это необычно и клево. Это не как автомобиль, который какой-то определенный диапазон оборотов вам должен дать крутящий момент. Здесь он подается постоянно. Ну, вот еще минус один этих велосипедов, это то, что тут нет подножки. Как его поставить? Как она вообще стояла? А, Сань? Довольно-таки страшно. Даже ездя по парковке страшно. Вот эта штука, это вообще дичь. Это именно даже смотреть на нее страшно. Это прямо, знаете, как драгстер какой-то. Мама. Короче, тут есть буст. Буст. Надпись буст. Это что говорит? Это говорит нам о том, что она очень мощная. Ой, мама. Короче, я поехал. В общем, вот здесь, вот здесь эта штука разгоняется. Ох, тормоза в другую сторону. Ну, звук как будто я экстренно торможу на автомобиле. Но довольно-таки интересно. Вот можно ехать, когда у вас кончилось электричество, делаете вот так. Ой, видимо, что-то... Короче, ладно, не суть. Это делать не надо, просто разгоняемся так. Ой-ой-ой. Кстати, тормоза здесь очень мощные. Ох. Ядрит Мадрид. И такая интересная у него подвеска. Кстати, интересно, сделает он бернаут или нет. Я все-таки хочу спросить потом. В общем, ребят, пора навалить на нем в полную мощность. Я думаю, выйти на дорогу общего пользования и навалить на этой штуковине. Правда, я сам боюсь почему-то, не знаю. Страшно мне, как-то непривычно это все. Когда садишься в велосипед, хочешь крутить педали, а здесь это их делать не надо, и от этого становится страшно. Все, не переключайтесь. Я просто наелся под воздуха, не могу говорить. Ладно, что скажем в итоге, ребят? Это реально будущее, которое может еще развиваться и развиваться. Электричество будет вытеснять скоро двигатель внутреннего сгорания и тому подобные вещи. Все электрифицируется, как мы видим, даже и велосипеды, мопеды скоро будут, наверное. Машины уже есть, как бы на них, собственно, тоже были. И давно они были, сейчас они опять не вернулись. Короче, вот так вот. Есть гибриды, скоро тут появятся тоже, наверное, какие-нибудь гибриды, которые будете крутить. Ну, по типу вот этой штуки, кстати, можно сказать, что это Prius. По сути дела, вы можете добавлять мощности и педалями, и так вам помогает мотор. В общем, вещь реально интересная. Единственный минус — это, естественно, его цена. Но
для таких интересных ощущений, в принципе, можно заплатить такие деньги. И для того, чтобы передвигаться в большом городе, где большие пробки, там, где вы живете один где-нибудь на окраине города, вам надо попасть в центр, чтобы поехать на работу, эта штука, в принципе, незаменима. Вот, если честно сказать. Никакого обслуживания, ничего не надо, просто заряжаете ночью свои батареи, утром едете на работу, и так каждый день, и все просто. И заставляет вас улыбаться, кстати говоря, когда вы наваливаете вот на таких штуках, как вот там стоит. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ребят, и все, всем пока. Есть. Хорош. Это необычно, знаешь, что было? Что у нас задымилось. Дикарь. Банк, 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 банк.